Aşağıdan çıktı. Sündürme hıyalını, ümidini, yaşlıkta kandır kaydalı. Hamman da sıyır deyip zileni, eytel aydır kız eytelim. Vale vale, evanim sağlam. Вообще-то с Айдаром познакомились давно, когда он только начал выступать, но он с нами познакомился на свадьбе нашей дочери. Я первый раз его увидел, 29-й советский магазин, он выходил, за ним двое шли парней с коробками водки. Он багажник открыл, показал, да, девятку, показал, они туда положили, он руки им пожал, я думаю, вот крутой парень. Вот в 29-м советском подвале я договорилась менять валюту. Тоже Айдар покупал валюту, но другую. Дочери говорю, кызым, Коран Айдар Галимов. Который в 5 лет уже была на Мальдивах. И как вы думаете, как Айдар Галимов прилетел на Мальдивы? У папы были... Шорт не было, видимо, тогда, в семейных трусах, как сейчас помню, красные такие, семейные трусы. И он почему-то решил, что он типа, ну, видимо, и обуви, ни сланцев, ничего такого не было, да, вот к Мальдивам прилетел. И босиком, он вот в семейных трусах, босиком, там жарище, просто 40 с чем-то градусов, он себе здесь обжег все, что можно. Но воспоминания реально класс. В эту семью у меня было несколько этапов, я бы даже, наверное, сказал. Первое знакомство с главой семейства, с Айдаром Ганиевичем, произошло во дворе его же дома. Я провожал Гузель, тогда мы еще встречались, только начинали. И я ее подвожу к подъезду. Хочу уже развернуться и пойти, и вижу, на меня идет целая гора цветов. Казалось, его водитель идет с огромной охапкой цветов, а он идет позади. И мы познакомились таким образом. Прошло буквально 2-3 недели. И на улице я встретил уже свою будущую тещу. Она мне говорит, «Минзиляпа была, опанг тугылен дедим». Как-то так получилось. Ильшат Явдатовича, 35 лет, и Айдар Ганиевич тогда пришел первый раз на его юбилей. Он пришел на эту встречу с розами, казал розовым. Да. И каждой девушке подарил по алой розе.